Перспективы роста в Таджикистане обусловлены внешними и внутренними факторами риска. Об этом говорится в новом экономическом докладе Всемирного банка. По мнению экспертов банка, потенциальная эскалация торговой напряженности и повышение процентных ставок со стороны ведущих центральных банков приводит к значительным сопутствующим рискам касательно притока иностранной валюты в страну через денежные переводы, низких цен на минеральные ресурсы и привлечение иностранных инвестиций. Чтобы повысить жизнеспособность экономики Таджикистана и обеспечить макроэкономическую стабильность, правительству страны необходимо будет ускорить темпы проведения реформ в сфере государственных финансов за счет повышения эффективности государственных расходов, качества собираемости налогов и содействия динамичному развитию частного сектора для обеспечения устойчивого экономического прогресса. Цены на нефть по итогам торгов в понедельник на ведущих нефтяных биржах продолжили снижение. Средняя взвешенная стоимость нефтяных фьючерсов на Intercontinental Exchange ICE Brent Crude Futures в Лондоне составила $58,99 за бар. Стоимость барреля нефти снизилась на $1.49. Тем временем цены на бензин и сжиженный газ на АЗС в Таджикистане несколько снизились. К примеру, цена на сжиженный газ варьируется от 3,90 дирам до 4,10 дирам за литр. Литр бензина в зависимости от марки стоит от 7,10 дирам до 7,50 дирам. Еще месяц назад литр сжиженного газа стоил порядка 4,50 дирам до 4,60 дирам, а бензин стоил порядка 8 за литр. 28 февраля 2019 года на базе пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан в Душанбе состоится региональное совещание руководителей пограничных ведомств государств, участников СНГ. Как сообщает Совет командующих пограничными войсками, в совещании примут участие делегации пограничных ведомств государств, участников СНГ, Центральноазиатского региона, Российской Федерации, координационной службы СКПВ, а также представители пограничной полиции МВД Исламской Республики Афганистан. В ходе предстоящего мероприятия будет обсуждена складывающаяся обстановка и выработаны дополнительные меры по противодействию угрозам пограничной безопасности, исходящим с территории Афганистана. Для участия в конференции приглашены представители пограничных ведомств и образовательных учреждений государств, участников СНГ, пограничного профиля, а также компетентных органов Содружества и международных организаций. Некоторые улицы в городе Душанбе стали получать природный газ, импортируемый из Узбекистана. К примеру, природный газ стал поступать в некоторые частные дома и пункты общественного питания на столичной улице Мирзо Турсунзаде. Как сообщил Авеста первый заместитель гендиректора АО «Таджиктрансгаз» Шавкат Шумиев, узбекский природный газ пока получает малая часть населения столицы и несколько пунктов общественного питания. На сегодняшний день, помимо жителей некоторых районов и ресторанов города Душанбе, узбекский газ также использует душанбинская ТЭЦ-1. Вице-чемпион Таджикистана футбольный клуб «Худжанд» подписал 2 легионеров, 26-летнего грузинского защитника Торники Джимшелишвили и 31-летнего узбекского вратаря Руслана Матниязова. Как сообщает официальный сайт «Худжанда», прошедший сезон Джимшелишвили провел в составе футбольного клуба «Калхети 1913», который играет в высшей лиге Грузии. В первую очередь я хочу поприветствовать болельщиков «Худжанда». Я выбрал Таджикистан, и выбор полностью оправдан. «Худжанд» – амбициозная команда, у которой в этом сезоне есть шанс пробиться в групповой этап Кубка АФК. В этом я очень хочу ей помочь. Это большой вызов для меня. Мне хочется выиграть как можно больше трофеев с «Худжандом». Тем более, это моя первая иностранная команда, отметил Торники Джимшелишвили. Другим новобранцем «Худжанда» стал голкипер Руслан Матниязов, воспитанник футбольного клуба «Локомотив» Ташкент. Прошедший сезон он провел в составе Кубка Сурхан из города Термез. Меня очень заинтересовало предложение «Худжанда». В последние годы между Узбекистаном и Таджикистаном сложились очень хорошие отношения. Я рад, что смогу поиграть во многих городах этой братской для нас страны. Хочу завоевать много титулов с «Худжандом» и помочь команде пробиться в групповую стадию Кубка АФК, рассказал Руслан Матниязов.